Привет, дорогие! Меня зовут Лиля, я консультант по поступлению в зарубежные вузы, и сегодня я решила записать для вас такое супер полезное видео о том, как же в 2026 году получить студенческую визу в Италию. Ну, во-первых, давайте начнем с того, что если вы смотрите это видео, значит, вы уже получили оффер, вероятно, от итальянского университета. Я вас с этим поздравляю, вы огромные молодцы. Но это было только начало пути, я вас так немножко разочарую, да, впереди вас ждет все самое интересное. И, собственно, наверное, самым главным следующим шагом для вас будет получение визы. Я знаю, что очень многие мои коллеги делают такие платные гайды по этой теме, да, по получению визы, но я решила, что это настолько важная информация, да, которая должна быть доступна даже студентам, которые не могут себе позволить купить какие-то гайды, инструкции, и поэтому я это все выкладываю в сеть. Собственно, в качестве небольшого спасибо я прошу вас поставить лайк, подписаться и оставить любой комментарий. Более того, если у вас будут какие-то вопросы по процессу, задавайте все в комментариях, я на все комментарии во всех своих соцсетях обязательно отвечаю. Я считаю, что помощь должна быть в том числе доступной и бесплатной. Это видео я решила разделить на 5 логических частей, да, чтобы у нас все было по полочкам разложено. Также здесь будут приложены небольшие карточки, да, со всеми важными моментами. Ну, самое первое, наверное, самое главное, да, это легализация вашего диплома. Потом мы поговорим про как раз регистрацию на Universe Italy. Я расскажу, что это такое, зачем это нужно. Дальше будем смотреть, как делать ДДВ и Codice Fiscale. Тоже объясню, покажу, расскажу, что это такое, для чего это нужно. Дальше у нас с вами будет сбор документов на визу. Ну и последний, самый главный, 5-й пункт, это у нас, собственно, подача на визу и уже приятные вещи из серии, там, как купить билет на самолет, как лететь и что, собственно, потом уже делать. Я думаю, что в этом видео мы поговорим с вами только о подаче на визу, но если вам будет дальше интересно, я думаю о том, что, возможно, стоит снять видео о том, как подаваться уже на ВНЖ по прилете. Если это для вас актуально, то пишите в комментарии, да, если запрос будет, я обязательно все запишу. И давайте приступать к нашему первому пункту, это у нас проставление апостиля. Честно скажу, я до сих пор не знаю, правильно апостиль или апостиль, я в каждом видео ошибаюсь, поэтому примите меня, как я есть в этом формате, я буду иногда говорить так, иногда по-другому. Но, в общем, самое первое, что вам точно стоит сделать, если вы это еще не сделали, да, это проставить апостиль на ваш диплом об образовании. Если вы поступали на бакалавриат в Италию, то тогда имеет смысл сделать апостиль вашего диплома школьного. Если вы поступаете на магистратуру, тогда делайте апостиль на документ о вашем бакалавриате, либо, ну, смотрите, если у вас там были еще какие-то магистратуры, то имеет смысл спросить университета, да, нужен ли им будет и этот документ в том числе. Соответственно, как мы делаем апостиль? В этом видео я в основном буду разбирать какие-то общие моменты, более специфично, я бы сказала, для российского рынка, но если вы подаетесь из Беларуси, из Казахстана, я думаю, что процессы будут очень и очень похожи. Тут просто смотрите, запрашивайте информацию у вашего конкретного консульства. Собственно, как мы получаем апостиль? Если вы находитесь в России, просто загуглите слово апостиль в госуслугах, и дальше вы сможете найти всю интересующую вас информацию. Там очень хорошо работает это приложение, и оно вам подскажет, да, как зарегистрировать вашу заявку, куда обращаться. Очень часто отсылает обращаться в региональный МФЦ. В Москве это, например, МФЦ на ВДНХ, но тут посмотрите, что вам предложит само приложение. Что важно, да, апостиль вам нужен именно бумажный, электронный нам не нужен. И для этого чаще всего вы как раз-таки на госуслугах записываетесь на определенную дату, вот в это определенное ведомство. Может быть, это будет даже Министерство образования. И туда вы приносите, собственно, ваш оригинал диплома, ваш паспорт, и чаще всего нужно будет оплатить пошлину. Подготовьтесь заранее, спросите, они вообще что принимают, да, это будет наличка или это будет по карте, чтобы тоже не было у вас каких-то неудобных моментов. Лично от себя я советую апостилем заняться, ну, вот насколько это возможно, чем раньше, тем лучше. Потому что в разные года ситуация бывает разная. Вот я, например, когда переезжала в Италию, у нас была очень плохая ситуация с апостилем в Санкт-Петербурге, его было практически невозможно получить, и поэтому у меня был прекрасный апостиль-тур в... Господи, куда же я ехала? В Смоленск. Я ездила в Смоленск, и мне там одним днем проставили этот апостиль, потому что в Петербурге нужно было ждать аж до октября. А октябрь — это очень поздно, нам такое не надо. Так что промониторьте ситуацию заранее, да, и подавайтесь на апостиль тоже вот именно на бумажный. Далее, что мы делаем? Мы этот апостилированный ваш уже диплом, да, готовый, мы его берем и подаем на перевод. Что очень важно, на этом этапе вам нужен определенный переводчик. Не абы какое, не любое агентство, а чаще всего вам будет подходить именно аккредитованный генконсульством переводчик. Список таких переводчиков вы можете найти на сайте вашего консульства. И тут очень важно, смотрите, да, какое конкретно консульство вам подходит. На сайте консульства это можно обозначить и найти. В этом плане, например, жители Петербурга, Ленинградской области, Карелии, они относятся к консульству в Санкт-Петербурге, а все остальные жители России, они относятся к консульству московскому. Если вы подаетесь через консульство питерское, смотрите аккредитованных переводчиков на сайте питерского консульства. Если в Москве, то, соответственно, переходите туда, смотрите.
смотрите. Для перевода вашего диплома вам нужно будет подать минимум 2 копии перевода с печатью и подписью переводчика. Тут уточните у переводчика, чаще всего эти люди в курсе происходящего, да, и они могут вам конкретно подсказать, что и как. Также переводчики могут предлагать свои услуги по, например, их личной подаче документов в консульство или чему-то такому, но вы просто это изучите, да, есть ли у вас возможность, стоит ли это своих денег. Далее, да, пока вы это все делаете, одновременно с этим, я вам советую зарегаться на Universe-Italy, это официальный итальянский сайт, который потом, можно сказать, отправит ваш запрос в консульство на визу, но это если очень сильно упрощать. Да, собственно, там нужно будет приложить чаще всего ваш скан диплома, апостиля, аккредитованного перевода. Вот, уточняйте требования конкретно у вашего университета и подать заявку на так называемое презачисление. То есть, смотрите, у нас такая система, вот вы сначала подали в университет свою заявку, например, не знаю, Apply Uni.me, ну, что-нибудь такое в Миланский государственный. Они вам говорят, все отлично, вы вам нравитесь, присылают вам оффер, и потом вы апостилируете, переводите, легализуете перевод своего диплома и отправляете заявление как раз на Universe-Italy уже и указываете, что вот Миланский университет вам дал этот оффер, Миланскому университету отсылают вашу заявку, они вас опробуют, проверяют в своей базе, да, мы его приняли, вот он нам все, что нужно, дослал, и отлично. Да, на Universe-Italy могут быть какие-то дополнительные требования в зависимости от университета, например, кто-то может потребовать языковой экзамен или что-то такое, спрашивайте у своих университетов. Собственно, после того, как вы там зарегистрировались, и они вас опробовали, вам нужно будет скачать обязательно PDF Summary, это самый важный ваш документ, потом будет, он вам понадобится на получение ДДВ и кодичи фискали и вообще потом на много чем, так что не потеряйте. Следующий шаг, один, наверное, из самых важных, это у нас подача на ДДВ и кодичи фискали. По кодичи фискали сразу скажу, это вот знаете, как аналог ИНН вашего. Это будет такой небольшой код, который вам нужно будет в дальнейшем проставлять везде, там, при подаче на какие-нибудь документы, на какие-нибудь покупки. Вы можете его сгенерировать онлайн, потому что это типа серия цифр и букв, но в любом случае вам нужно будет получить бумажный сертификат. Здесь уточняйте у вашего университета, да, какая конкретно у них идет история. Раньше можно было получить через консульство, а сейчас вот, например, в случае с университетом Ка' Фоскари, я вам могу сказать, вот у них есть вокальное соглашение с органом, который выдает этот документ, и они там через университет делают, поэтому просто уточните у своего универа. Переходим к следующему пункту, да, не менее важному, это ДДВ. ДДВ — это, по сути, аналог апостиля, это документ от итальянского консульства, который подтверждает, что ваше российское образование, оно реальное, ваш диплом настоящий, и оно подходит для вашего будущего итальянского образования. Соответственно, он нужен чаще всего большинству вузов, но не всем. Тоже проверяйте информацию на сайте. Куда же обращаться за этим? Тоже смотрите информацию у консульства. Например, в Москве, да, можно подаваться через визовый центр ВМС, посмотрите у них на сайте детали. Что там будет нужно? Вам нужно будет подать ваш оригинал внутреннего паспорта, копию заграна, одобренную заявку с Universe-Italy, вот это PDF Summary как раз таки, и 2 ксерокопии всех ваших страниц диплома с предложением и апостилем, 2 копии перевода на итальянский. Что важно, да, после того, как вы передаете вот ваш диплом на перевод итальянскому переводчику, вам также нужно будет сделать легализацию этого перевода в консульстве, но это, по сути, вы знаете, как нотариальное заявление, то же самое. Вот, здесь спросите у переводчика, вас направят, вот, в этом проблем нет. По поводу ДДВ, что очень важно, очень многие переводчики предлагают как бы за вас податься на эту услугу, и будет это стоить каких-то больших денег, но там все просто, вы приходите, просто скипаете этих документов, и все это предоставляете, и вам потом выдают ДДВ. Поэтому смотрите, можно, в принципе, это сделать самому и сэкономить тоже, ну, достаточно хорошую сумму денег. Что очень важно, да, пожалуйста, следуйте вот этой последовательности, которую мы с вами сейчас обсуждаем, потому что если вы пойдете на ДДВ, на подачу на ДДВ перед тем, как подаваться на Universe-Italy, вас заставят платить. Но если у вас уже будет подтвержденный оффер, да, и от университета, и PDF Summary, тогда с Universe-Italy, они вам это сделают бесплатно. Это прямо прописано на сайте консульства, так что тут тоже не перепутайте. Ну что, переходим к самому интересному, подаче документов на визу. И здесь я вам сразу скажу, пожалуйста, смотрите конкретный список на сайте консульства, либо на сайте визового центра, куда вас отправит консульство. Но чаще всего это общая анкета, да, вы будете подаваться на визу D, виза как раз-таки по мотивам учебы на год. На всякий случай говорю, потому что некоторые почему-то подаются на туристическую, не надо, вам это не подойдет абсолютно никак. Вам нужно будет также подать копию вашей заявки с Universe-Italy, документы об образовании, вот все, что вы делали, да, апостилированные, переведенные, легализованные и так далее и тому подобное. Что очень важно, да, свидетельство о прохождении вступительных испытаний, если такие были в вашем университете. Если был, например, Open Access, это магистратуры с открытым доступом или какой-нибудь бакалавриат с открытым доступом, там нет вступительных испытаний, вам это не нужно будет, просто смотрите на сайте. Иногда спрашивают языковой сертификат, ДДВ прикладываете и мотивационное письмо. Мотивационного письма очень многие пугаются, потому что, ну,
оно какое-то другое должно быть, наверное, или что-то такое. Нет, на самом деле вы просто берете то же самое мотивационное письмо, что вы писали для этой конкретной программы, и, что очень важно, вы его вот так максимально конкретно под программу расписываете, да, рассказываете свою историю, зачем вам это, почему, для чего, и добавляете реалистичную историю о том, что вы будете делать дальше. То есть, например, вы захотите вернуться на родину, или вы хотите там куда-то дальше в какой-то компании работать. Все это мы можем перевести на итальянский просто при помощи или переводчика, или чата GPT, и делаем это письмо на имя консула. Имя консула вы можете посмотреть на сайте консульства, к которому вы относитесь. Теперь самый важный пункт — это у нас финансовые гарантии. По финансовым гарантиям обратитесь обязательно на сайт или визового центра, или консульства, но в общем это где-то в среднем минимум 7000 евро на год, плюс ваши авиабилеты, плюс еще какие-то небольшие вещи. Я обычно советую делать побольше, но 1010-15. Здесь очень важный момент, да, подаетесь ли вы на стипендию DSU, потому что на стипендию DSU вы показываете, что вы очень бедный, а на визу вы показываете, что очень богатый, и нужно, в общем, этот процесс проанализировать заранее и подать какие-то, ну, скажем так, цифры, которые будут работать одновременно и не смущать консула, потому что тоже были ситуации, вот в год, когда я поступала, например, и даже после этого, когда вызывали человека после подачи документов в консульство на очную ставку и спрашивали, а почему в ваших финансовых справках для визы у вас там 3 миллиона рублей наличкой, а в документах для DSU, которые вы нам в то же время, в то же окошко подали, у вас вообще денег нет, ничего нет, вы ничего не сможете. И предлагали, вот вы выбираете визу, или вы хотите получить стипендию. Но, как вы понимаете, это выбор без выбора, да, потому что стипендия без визы, она как бы, бесполезна в общем. Так что, ребята, думайте заранее, сопоставляйте эти процессы. Что же у нас будет работать как ваши финансовые документы? Это будет оригинал вашей банковской выписки с остатками транзакций на 3 месяца, с подписью и печатью. Что очень важно, все финансовые справки у нас действительно 30 дней, поэтому делайте их в самый последний момент. Можно также подать подтверждение доходов, например, что вас будут спонсировать родители, и, соответственно, там будут вот эти документы на них. Здесь просто ознакомливайтесь с сайта визового центра, через который вы будете подаваться, вам там все подскажут. Или можно подать, например, спонсорство от резидента Италии, если вдруг у вас такой человечек тоже будет. Ну, тут смотрите. Принимаются разные валюты, то есть и рубли, и евро, и доллары, но вот здесь очень важный момент, да, пожалуйста, тоже это учитывайте, не принимаются просто факт того, что у вас есть наличка. Не надо приходить в визовый центр с такими котлетами, это всех смутит очень сильно. Не подходят справки об обмене валют и прочие, такие сомнительные выписки. Более того, сразу вам скажу, все выписки, которые вы готовите, в идеале они должны быть с мокрой печатью и подписью. Никакие электронные черно-белые справки обычно консульству не нравятся, поэтому подстрахуйтесь заранее. Дальше у нас идет бронь жилья, да, что вам будет где жить, минимум на 1 месяц. В идеале это должен быть ваш уже действующий контракт, который вы заключили, но это очень сложно. Да, как минимум это может быть просто бронь на букинги на 30 дней и более. Здесь смотрите, да, как у вас будет возможность, что у вас получится к этому моменту. И дальше бронь авиабилета до Италии. В идеале реальный билет, но можно показать просто бронь, даже иногда не оплаченную, если что, если консулу не понравится, он вам просто скажет, принесите реальный билет. Дальше, самое простое у нас осталось, это медицинская страховка, загранпаспорт, ваш российский паспорт, фотографии, это все находится на сайте, собственно, консульства, квитанция об оплате консульского сбора и согласие на обработку персональных данных. Собственно, на этом все. Вот это все вы готовите и записываетесь в подходящий для вас визовый центр. То есть в Москве это будет, например, у нас ВМС или Альма-Вива, и в других городах тоже будут какие-то их аналоги. Очень важный совет, пожалуйста, записывайтесь, чем раньше, тем лучше, потому что ближе к августу и к сентябрю это очень сложно сделать, очень много ребят как раз-таки на это все подается, все немножко сходят с ума, да, лучше не надо. И после этого мы ждем результаты от консульства. Срок зависит от загруженности, но обычно это, слушайте, очень плавающий момент, там от 1 до 2 месяцев, иногда даже за 3 недели делают, так что тут просто надеяться и ждать. Из новостей по подаче именно на этот год, я думаю, многие видели сообщение о том, что Италия переходит на электронные визы, вот уже прямо с июня, разные источники об этом пишут, и что все поменяется, все будет по-другому. Друзья, я вам скажу сейчас, на момент, что у нас там, середина апреля, эта информация не подтверждена консульством ни московским, ни петербургским. Были подобные заявления как раз-таки в Уругвае, и там консульство тоже сказало, ребята, чил, ничего такого не будет. Да, вот что все эти сообщения нам предлагают, что вот с июня поменяется полностью система на электронные подачи виз. Во-первых, даже если это и случится, то эта система обычно разрабатывается для виз на короткий срок, до 90 дней. Вы подаетесь на студенческую визу. Во-вторых,
Мы с вами в Италию едем. В Италии все не так быстро. Да, они постепенно начали менять эту систему. Но, как вы знаете, Италия у нас это часть Европейского Союза, и визы как бы это все в Европейский Союз. Поэтому, если меняться в одной стране, должны меняться и в другой. Да, поэтому есть, да, правда, общий план развития и перехода на электронные визы, но дедлайн у него стоит аж к 2030 году. Поэтому пока что они тихонечко всю эту историю меняют, но то, что это прям 100% изменится к июню, это... ну, очень сомнительно. Если такое и будет, то в любом случае, да, это будет пока вот несколько месяцев еще устаканиваться. Так что не переживайте, следите за новостями, доверяйте, пожалуйста, только информации с сайта консульств. Все остальное это может быть просто чьи-то влажные фантазии, хотя... Очень странное место для влажных фантазий, но ладно. Давайте разберем с вами самые частые ошибки. Ну, ошибка номер 0 — это когда у нас студенты подают переводы дипломов просто от каких-то агентств. Не подходят, не берут, делаем легализованный. Смотрите всегда срок годности ваших документов, да, у некоторых это будет реально 30 дней, у некоторых будет побольше. Следующее, внимательно смотрите за суммами своего финансового состояния, да, что вы подаете в справке на как раз-таки подачу на визу, подачу на стипендию, чтобы у вас это все сходилось и вопросов тоже не было. Ну и, соответственно, старайтесь подаваться пораньше, потому что в августе, в сентябре, правда, очень тяжело, и вы будете долго ждать, и все уже там, правда, такие напряженные. Собственно, это основные шаги, которые нужно предпринять для подачи на визу. Если видео вам было полезным, я буду очень благодарна за лайк, подписку и комментарий. Подписывайтесь также на мой телеграм-канал, это наш основной канал связи. Ну и если у вас будут какие-то вопросы, пишите в комментарии. Также, если вы считаете, что вам нужна помощь, с вами нужно конкретно разобрать всю вашу ситуацию, да, помочь вам и сопроводить вас за ручку от и до в этом процессе подачи на визу, да и переезда, в принципе, подачи на ВНЖ, то записывайтесь ко мне на консультации, вся информация будет в телеграм-канале. У меня есть как просто такая комплексная консультация по переезду, вот со всеми этими моментами, так и сопровождение, где я помогу вам лично преодолеть все эти сложности и собрать все документы. Если вы хотите узнать о подаче на стипендию ТСЮ в этом году, в 26-м, да, там есть небольшие изменения, тоже пишите в комментарии. Все ваши заявки я буду обрабатывать. Я думаю, правда, что стоит снять видео по ВНЖ, видео по изменениям в ТСЮ в этом году, но надо посмотреть, вообще нужно ли это будет кому-нибудь. Это я так из своего внутреннего какого-то желания действую. Так что была очень рада вам сегодня это все рассказать. Надеюсь, вам было полезно. И до встречи в следующем видео. Я желаю вам удачи, сил и терпения. Весь этот путь очень интересный тоже преодолеть.